отчете правительства практически не раскрываются актуальные аспекты социального благополучия среднестатистического казахстанца. Просто констатируется освоение средств и количественное достижение показателей результатов. Требования бюджетного кодекса по оценке экономического эффекта от заявляемых расходов в отчете правительства в полной мере не раскрыто. Представленные как достигнутые социальные и экономические эффекты по сути являются неизмеримыми и обобщенными, а по ряду расходов и вовсе отсутствуют. Расходы республиканского бюджета за 2013-2023 годы увеличились почти в 3 раза и не способствуют росту удовлетворенности граждан качеством жизни. Потребительские расходы на протяжении долгого времени с 2017 по 2022 годы составляли 93%. В их структуре продовольственные товары занимают более 50%, непродовольственные более 25% и платные услуги в среднем 17%. То есть казахстанцы, говоря простыми словами, выживают. В таких условиях не может быть и речи о том, чтобы развивать себя, посещать культурные мероприятия, откладывать на создание финансовой подушки безопасности. Отсюда и высокая закредитованность населения, социальная и экономическая нестабильность. Особенно если учесть, что Казахстан по показателю годовой инфляции в 2023 году является лидером среди стран ЕАЭС. Но в 2022 году ситуация была более плачевной. Значительное влияние на уровень инфляции оказал рост коммунальных услуг. Несмотря на заверения в правительстве, их тарифы давно перевалили за 10% уровень. Электроэнергия подорожала на 20%, услуги водоснабжения выросли более чем на 22%, водоотведение почти на 30%, вывоз мусора на 33,2%, центральное отопление на 26,1%. Вместе с тем заработная плата несоизмерима с этим ростом. Даже уровень пособий увеличивается не более чем на 7%, а ведь их получает самая социально чувствительная часть казахстанцев. Налицо факт, что население Казахстана еще больше беднеет. В 2023 году в структуре потребительских расходов на здравоохранение доля фармацевтических продуктов составила 45,2%. Не раз ставилась цель в том, что нужно довести долю производства отечественных лекарственных средств и медицинских изделий до 50%, тогда как в прошлом году ее уровень составлял всего 14,4% при плане 36%. Сумма импорта фармацевтической продукции превышает сумму экспорта в 100 раз. Импорт лекарственных средств составляет выше 70%, в том числе антибиотики и витамины импортируются на 82 и 90% соответственно. Тут сразу напрашивается вопрос правительству. В Казахстане 8 фармакологических заводов. Почему мы до сих пор зависим от импорта лекарств? Глава государства не раз говорил о необходимости полного соответствия проводимой экономической, социально-экологической политики целям устойчивого развития до 2030 года. По мнению фракции УСДП, для создания инклюзивного общества, обеспечения устойчивого экономического роста, развития более эффективных и подотчетных институтов правительства необходимо провести ревизию национальных индикаторов и пересмотреть статус некоторых из них. Конкретные задачи, методы оценки и интеграции государственных органов помогут в реализации целей устойчивого развития. Фракция УСДП считает, что следующий отчет правительства следует составлять в соответствии с индикаторами, с выполнением индикаторов цели устойчивого развития. Из позитивных моментов отметим рост инвестиционного дохода национального фонда, от которого напрямую зависит размер выплат детям. Теперь хотели бы акцентировать внимание на некоторых вопросах социальной сферы по исполнению бюджета. Одним из общенациональных приоритетов страны, согласно нацплану развития, является обеспечение социального благополучия, в частности, повышение доступности жилья. Текущий уровень обеспеченности жильем на одного человека в Казахстане составляет 23,9 квадратных метра. В селах этот показатель составляет 22 квадратных метра. В отчетном году для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов от Басыбанком было предусмотрено 20 миллиардов тенге. В течение года выделенная сумма была увеличена в 3,7 раза и достигла 73,3 миллиарда тенге. Из этой суммы не освоено, как уже сегодня было сказано, 80%, 58,7 миллиардов. Недоиспользование средств обосновали наличием неосвоенных остатков предыдущих периодов в сумме 51 миллиарда. Почему администратор бюджетной программы в лице Министерства промышленности и строительства при выделении средств не учитывает их реальную потребность? При этом сумма недофинансирования по всем утвержденным финансово-экономическим образованиям составляет 96,3 миллиарда тенге. Таким образом, из-за неэффективного использования бюджетных средств допущено образование на счетах от Басыбанка неиспользованных остатков бюджетных средств в сумме 58,8 миллиардов тенге. Как эти средства будут осваиваться в будущем? Надеемся, что пойдут на нужные цели и не пойдут на выплату каких-либо там дополнительных премий и надбавок. Цифровизация социальных программ Министерства труда и социальной защиты населения также вызывает вопросы. На обеспечение функционирования информационных систем Министерства в 2023 году выделено 28 миллиардов тенге. Средства освоены полностью. Разработкой, сопровождением и развитием автоматизированных информационных систем социально-трудовой сферы Министерства труда занимается подведомственная организация АО «Центр развития трудовых ресурсов». Сегодня Центр сопровождает 16 информационных систем социально-трудовой сферы по разным направлениям, но до сих пор между системами нет интеграции. И вся медицинская документация на медико-социальную экспертизу для установления инвалидности принимается только на бумажных носителей. По данному факту депутатов фракции УСДП вопрос: на какие информационные системы было потрачено более 20 миллиардов тенге, если лица с ограниченными возможностями до сих пор стоят в очередях для получения и подтверждения инвалидности? Также следует отметить, что контроль за исполнением бюджета не снижается. Высшей аудиторской палатой выявлен ряд нарушений. По результатам ответственные должностные лица привлечены к различным видам наказаний. Но здесь хотелось бы знать, кто и за что привлечен к ответственности. С учетом вышесказанного, а также рекомендаций ВАП по повышению эффективности бюджета, фракция УСДП воздержится при голосовании по принятию отчета правительства. Спасибо.